Коммунальные службы не только усердно работали в минувшие выходные дни. Что произошло за праздничные выходные в Якутске и какой объем работы выполнили, расскажет Анастасия Кобызева. В новогодние праздники дорожные службы работали в штатном режиме, чтобы на дорогах всем было комфортно. И водителям, и пешеходам. Каждый день на борьбу со снегом отправляли более 70 единиц спецтехники. Это и самосвалы, и грейдеры, и снегопогрузчики. Работы очень много. Работаем, как говорится, без выходных, с утра до вечера. Чистим город, убираем дороги, тротуары, все, что можем, то убираем, площадя. Как говорится, у нас кроме площадей есть и саночистка, урны убираем, остановки там. Помимо этого, дорожные работники каждый день выходили на чистку светофоров и дорожных знаков. Их в городе немало. Более 6 тысяч знаков и 145 светофоров. Чистят их нехитрым приспособлением. Выезжаем в лес, рубим дерево, тальник, как правило. Все, в среднем от 4 до 6 метров. Приматываем что-нибудь, не знаю, тряпку, куртку, что-нибудь такое, и все. В целом со столичных дорог за праздничные дни вывезли 10 тысяч кубометров снега. Сергей – водитель мусоровоза. Работал без выходных и праздников. Каждый день по 2, а то и по 3 выезда. Предновогодние дни это самое начинается сильное скопление мусора. Потом, когда произошло накопление мусора, самые праздничные дни начинается их обильная вывозка. Соответственно, если после праздничного дня вывозка не произойдет, то произойдет сильный завал, то есть будет очень много работы и можем не справиться. Для сотрудников Горсвета начало Нового года прошло относительно спокойно. Это благодаря им весь город загорается огнями. За новогодние каникулы случились 2 аварии на электросетях. В результате одной из аварий без освещения остались 6 улиц в городе. Сбили нам шкаф, то есть опору сбили, а на этой опоре был закреплен шкаф, ШУ авиационная. Бригада выехала, в ночь случилось это 21:05. 5 числа. И 6 числа мы уже это устранили к 11 часам дня. Без праздников работали и водители рейсовых автобусов, хотя они ездили не так часто, как в рабочие дни, с большим интервалом. С 1 января автобусы номер 18 и 25 поменяли маршруты. Мы с 1 января начали ходить через микрорайон Тайвань, так как по просьбе пассажиров, там потому что школа находится, и много поликлиника, много жилых домов, и пассажирам удобнее намного. Раньше мы ходили напрямую по Севастопольска. Для работников городского хозяйства буквально каждый день является будним. Для них не существует праздничных выходных. Каждый день они делают нашу жизнь более комфортной и безопасной. Анастасия Кобызева, Григорий Николаев, Якутск.